Новая система внутреннего взаимодействия и новый формат обслуживания. Почтовое отделение сегодня открылось в Насыркорте. Теперь жители будут получать все виды почтовых услуг в удобном, современном и полностью оборудованном отделении. На открытии присутствовали почетные гости и наш корреспондент Рина Цичуева. ОПС 21 века – главный символ нового почтового отделения запускают в небо. И теперь его увидят все жители Насыркорта. После масштабной реконструкции почтовое отделение вновь готово принимать своих клиентов. Поздравить всех работников с двойным праздником – Днем почтовой связи и с открытием долгожданного здания приехали почетные гости. Я сегодня рад присутствовать на таком мероприятии, где мы в честь Дня Республики открываем хорошее современное здание, почтовое отделение, которое позволит в первую очередь комфортно себя чувствовать тем работникам, которые здесь будут работать, ну и для жителей этого округа административного, которые будут через это отделение получать определенные услуги. Мы впредь будем продолжать своим трудом доказывать, что почта ближе становится к людям, ее услуги становятся более доступны, граждане более эффективно приходят к нам и с радостью и надеждой получают то, что они заказали в отдаленных уголках Российской Федерации, да и во всем мире. И я от всего сердца своего поздравляю вас с этим замечательным праздником открытия нового отделения. Открытие почтового отделения – хороший повод наградить работников. Почетные грамоты от главы Ингушетии для сотрудников – стимул к новым достижениям. Хава Ахигова эту награду точно заслужила. Она добросовестно несет службу в Карабулакском почтовом отделении уже много лет. Самая приятная часть работы, как признается сама Хава, видеть счастливых и довольных клиентов, а их у нее достаточно. Такие условия, как нам сейчас создали, только работать и работать, и на благо республики нашей. Также мне приятно, что сегодня всех нас поздравили, отметили наш труд, и все-таки я всех поздравляю наших сотрудников с днем сегодня нашей почты, Днем почты. В новом почтовом отделении после масштабной реконструкции появились и условия соответствующие. Раньше сотрудники ютились в приспособленном помещении, а после ремонта у них появилась столовая, санузел, комната отдыха и отдельные стеллажи для хранения посылок. В отреконструированном почтовом отделении теперь жители Насыркорта смогут не только получать пенсии, пособия и оплачивать коммунальные услуги, но и выполнять различные финансовые операции. Ну а также удобная компьютерная система. В такой почте, как признаются сотрудники, и работать стало легче. Новая система нам позволяет обслужить быстро любого клиента. Раньше мы работали с программой ИС, сейчас мы работаем с программой ЕАС, единая автоматизированная система. Очень доступная, с большими возможностями, хорошая программа. قدر هم أتكلت قدر بنسي пособие شيء молодым хозлар тамлох. Пожалуй, больше всех рады местные жители, ведь почта решает много дел. Хава Миржоева сегодня пришла разделить с сельчанами праздник. В Насыркорте она живет всю свою жизнь. В каких условиях работали сотрудники отделения, тоже помнит. Ну а тем временем награждения продолжаются. Грамоту министр прислал связи Российской Федерации. Это далеко не все открытия. В Ингушетии в этом году откроют свои двери еще 3 почтовых отделения. В Республике Ингушетии все время открываются новые отделения почтовой связи. Ведь вы помните, раньше на этом месте было совершенно, мягко говоря, малопригодное отделение. Здесь во время ливней мусор собирался, даже туалетной комнаты не было. Сегодня мы видим и бытовые условия, и современный зал, и современные рабочие места. Наши люди все время проходят подготовку, потому что технологии все время модернизируются. Мы хотим быть ближе к людям. Мы хотим услугу населению давать более качественно. Сегодня с 82-го места действительно мы на первом месте в макрорегионе. Мы в десятке лучших Российской Федерации. И по поводу шага доступности в новых отделениях, и коллективу мы создали новый учебный класс по программе нового ХАУ, когда пришли программы дополнительно, к нам пришли. И
поэтому у нас свой учебный класс есть, и мы обучаем своих работников. Наше отделение было реконструировано и модернизировано в рамках ОПС будущего. Как говорил однажды Николай Подгузов, генеральный директор Почты России, ОПС будущего уже можно называть ОПС настоящего, так как в рамках этого проекта по всей стране реконструированы, модернизированы, построены новые отделения связи. В нашем регионе это 5-е отделение связи уже нового формата. Почта была и останется самым необходимым обслуживающим учреждением. Но для сельчан это еще и культурный центр. Ведь на почте всегда узнаешь свежие новости. А у жителей Насыркорта эта возможность уже появилась. Рина Сычуева, Майрбек Миржоев. Новости 24.